Уровень коллективизма казахов. Гостеприимство было непреложным законом степи. Тот, кто нарушал его, подвергался остракизму. Несоблюдение обычая гостеприимства имело очень большой общественный резонанс и ложился позорным пятном не только на виновника, но на весь его род и племя. По нормам обычного права казахов, незваный и даже незнакомый гость в случае отказа хозяина от гостеприимства имел право нажаловаться бию, а бий затем взыскивал штраф от хозяина в виде лошади и чапана. Гость, пришедший в дом, имел право просить одну любую вещь в доме хозяина, и тот должен был отдать ее, чтобы установить дружественную связь. После благополучных родов крестная мать также имела право на это. Если произошел несчастный случай в семье, к примеру, дом сгорел, пострадали от нападения врагов, паводков или голода, то жители аула или родственники обязательно помогали построить новую юрту, отдавали по мере возможности скот, вещи. Те, кто, имея возможность, не помог, подвергался остракизму и лишался права на взаимную помощь в роду. Если по какой-то причине человек влез в долги и не смог выплатить их, родственники или члены его ру помогали выплачивать долги. Такая помощь оказывалась по решению старцев аксакалов аула. Еще один древний обычай асар. Жители аула, собиравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильную для одного человека или для одной семьи работу. К примеру, построить жилище или загон для скота. В начале 20 века по этому обычаю казахи строили школы и мечети.